Спустя целый год реставрации дом-музей Шагита Худайбердина сильно преобразился. Вот так он выглядел до реставрации и как выглядит сейчас. Давайте пройдем дальше и узнаем, что же изменилось внутри. Я в таком музее впервые, а ведь сначала этот дом был построен для генерала Капитона Слотова в середине 19 века. Позже правительство Башкирской АССР передало особняк народному комиссару внутренних дел Шагиду Ахметовичу Худайбердину. В зале можно увидеть вещи 100-летней давности, набор посуды, мебель, газеты, документы, телефон и даже целый рабочий стол. В этом доме проживало много семей, а семья Худайбердиных проживала лишь в этой небольшой комнатке. На фотографиях можно рассмотреть различные важные мероприятия и съезды, в которых участвовал Худайбердин. Печатная машинка, перо с чернильницей, держатели бумаг, старинная лампа, медные подсвечники. Все это выглядит так, будто мы очутились в старинном романе. Дочь Шагита Худайбердина, Тамара, была также весьма незаурядной личностью. Она занималась балетом и была известна не только в Башкортостане, но и получила звание «Заслуженная артистка РСФСР». А что касается личной жизни Шагита Ахметовича, у него была жена Магруй Шариповна и дочь Тамара. Она очень красиво танцевала в балете. Они проживали в этом доме даже после смерти главы семейства. Такой старинный особняк находится прямо в центре Уфы. Его окружают многоэтажные здания. Шагит Худайбердин – великий башкирский революционер, писатель, журналист и государственный деятель. А хотели бы вы побывать в его доме? Вероника Сайгина, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.